Работа лесного инспектора весьма непростая. Эта миссия по-прежнему остается очень важной и нужной. За звание лучшего лесного инспектора в этом году боролись 11 человек со всех лесничеств Чувашской республики. Мероприятие проводится второй год Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской республики при поддержке Шумерлинского лесничества и Шумерлинского лесхоза. Прежде всего, конкурс направлен на повышение квалификации государственных лесных инспекторов, создание системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности, а также обмен опытом между участниками. Следить за порядком в лесу очень важно, чтобы не было пожаров и чтобы пресекать незаконную вырубку деревьев. Но в целом этот конкурс направлен не на то, чтобы нам выявить какие-то отрицательные стороны у каждого инспектора, лесного инспектора, а именно на то, чтобы посмотреть, насколько мы готовы к новому законодательству. Поскольку сейчас такое время, что лесное законодательство меняется очень активно, постоянно вносятся какие-то изменения, поэтому мы должны быть всегда настороже, всегда активны, всегда должны быть в курсе всех событий. И поэтому, чтобы нам соответствовать, мы должны как-то немножко собираться, общаться, обмениваться опытом. И вот для этого, конкретно для этих целей, мы и собираем лесных инспекторов каждый год. Подготовиться к пожароопасному сезону очень важно, отметил директор Шумерлинского лесничества Юрий Котейкин. Для этого сделано все возможное. Мы в целом, в этом году подготовились к пожароопасному сезону. В данный момент, правда, загорания на нашей территории не было. Есть у нас добровольные пожарные дружины, есть ЛПС 3 штуки. ЛПС первого типа это на территории Шумерлинского района, и ЛПС первого типа в районе Алгашей. И следующий ЛПС номер 1 – это по Порецком участковом лесу. Техникой мы пока обеспечены, ГСМ в запасе резерве есть, люди подготовлены, обучение проводили со всеми работниками лесниц. В первом этапе конкурса участники соревновались в теоретических знаниях действующего лесного законодательства. В практической части мероприятия, проходившей в полевых условиях, им пришлось столкнуться с 3 заданиями. Лесные инспекторы проводили работы по отводу лесосек, по рубкам ухода и определяли места незаконной рубки с использованием GPS-навигаторов и рассчитывали причиненный ущерб. Первый этап – это тестирование на знание действующего лесного законодательства. Второй – это прием работ по отводу. Третий этап – это приемка работ по проведению рубок ухода. И четвертый этап – это определение мест незаконной рубки с помощью GPS-навигатора и расчет ущерба. Победитель, которого мы выявим сегодня, будет представлять нашу республику уже на всероссийском уровне. Кроме этого, все лесные инспектора собираются, делятся своим опытом, показывают лучшие практики. И я надеюсь, что конкурс будет из года в год набирать все большее количество участников. И в следующем году планируем уже выйти на межрегиональный уровень. Задания были непросты. В каждом из них были нюансы и запланированные ошибки, которые могли заметить только внимательные конкурсанты и судейская комиссия. Лесные инспекторы на ура справились с задачами, несмотря на трудности. 0 точка. От нуля надо. От нуля? От нуля. Юго-запад. Вот. Юго-запад 32. 205 метров надо пройти туда. Победителем конкурса в 2023 году стал лесничий и Бресненского лесничества Минприроды Чувашии Александр Кондратьев. Я с детства вырос в лесу, это мне все знакомо, и родители работали в лесном хозяйстве. Я очень рад. Так можно с уверенностью говорить о том, что лес под надежной защитой. Ведь главная задача – сохранить и приумножить этот ценный ресурс. А еще лес – это прекрасное место, чтобы просто побыть наедине с природой и отдохнуть от городской суеты. Елена Яковлева, пресс-служба Минприроды Чувашии, «Жизнь столицы».